Итак, всем здорово, ребят. Сегодня у нас минус 30, где-то так. Градусника нет, но примерно около 30, как показывает интернет. Время у нас сейчас 9 утра. И мы находимся в Сунтарском улусе. Деревня, село Сардanga. Сейчас мы направимся к отшельнику и посмотрим, как он живет. Он пешком, конечно, ходит здесь, в деревню заходит, иногда продукты закупает и с санками идет пешком обратно. Вот. Везем немножко продуктов, на Буране поедем и посмотрим. Буду показывать. Виктор Прокопьевич заправляет бензин. Насколько это бензин? Какой бензин получается? 8. Нет, бензин. А вот он, да? 92 получается. Разбавляем маслом 8. 1 литр на 20, да? Угу. Литр можно. Без 500. Литра надо где? 500 миллиграмм на 20 литров, да. На 20 литров получается. Поедем на санях, как всегда. Погода хорошая. Сейчас только собраться нужно. И поедем. Обожаю запах бурана. Газ. Детство вспоминаю. Любили на буранах кататься. По идее, сюда нужна кожаная веревка, либо проволока. Терял очень много шампунов. Когда ружье шампулом при ходьбе не цепляется за ветки. Надеюсь, что эта времянка будет надежной. Чтобы сидеть. Это мой бутер. Как говорится, все мое богатство.
Колени, локти должны быть в тепле, когда едешь на буране. Сразу видно человека с опытом. Колени, локти бережешь. Правильно делаешь. Человек не должен мерзнуть. Да, отечественная техника дает сбои. Буран сломался. Ребята остались, будут ремонтировать. Ну, как ремонтировать? Там запчастей-то нету, наверное. Движок встал. Николай предполагает то, что палец поршня рассыпался. А запчастей таких-то по-любому нету. Бывает и такое, ребята, в тайге. Поэтому ребята сейчас будут разбирать двигатель, смотреть, в чем проблема. А я с их благословения пошел дальше. Пешком до Орджоникидзе. Вот у него следы как раз. Он постоянно ходит пешком и санки с собой таскает. На санках продовольствие. Видно, нет? Вот следы от санок. Он здесь живет абсолютно один. Как мне сказали, что ни жены, ни детей. Ну, местные помогают чем могут. Он буранку протаптывает, чтобы ходить ему проще было. Летом ему за 60. Иногда молодые парни приходят, дрова заготавливают. Там, соответственно, продукты приносят. Топайте, ребят. Нам еще далеко. Нам еще далеко. Все мерзнет. Камера замерзла. Усы мерзнут. Все мерзнет. Одышка зверская, конечно. Сказывается несколько лет городской жизни. Сказывается. Отшельника зовут Самуил.
Это, по-моему, в Израиле так часто детей называют. Интересное имя. Отшельник Самуил. Интересно посмотреть, как они живут. Надеюсь, у ребят, надеюсь, ерундовая поломка. И придут, точнее, приедут. Лес, конечно, шикарный. Лес. Природа. Ребят, фитолечение. Это здесь. Пройдешь метров 20 и никаких шлаков в организме. В принципе, следы, старые следы соболя есть. Это означает, что охота тут есть. Какая-никакая охота тут есть. Охота тут есть. Охота тут есть. Это не означает, что хочу кушать. Это означает, что тут можно промышлять, добывать, как еще говорят. Как вы там любите писать, снимает себя любимого. Не, ребят, тут надо снять ощущение. А сейчас у меня ощущение не очень. Чувствую лишний вес. Чувствую, как ноги начинают гудеть. Прошел-то всего ничего. Надо исправляться. В дальнейшем надо исправляться. Камеру терять неохота. Еще хуже станет. Вот так вот идешь, насыщаешься кислородом, и даже это на разговор тянет, пообщаться. Сейчас с вами тут проболтаюсь. До отшельника пока дойду весь. Уже это. Как говорится, насычусь разговором. Не только кислородом, но и разговором. Одышка бешеная, конечно. Пусть оно вас не раздражает. Сейчас мне по барабану на все. Сейчас у меня основная задача дойти до человека, как говорится, в поисках интересных людей и красивых мест. Это будет моим сленгом, или как там говорят. Все, ребят, камера окончательно замерзла. И большой такой экспириенс. Как там говорится у вас. Сейчас камеру поправлю. Короче, камера замерзла, пока еще пишет. Я его хочу сохранить для дальнейших наших съемок. Поэтому на этот случай у меня есть
Экшн камера. Так, найти бы ее сейчас. А вот. Камера экшн. Давайте для начала я, наверное, полетаю, разведаю, где эта избушка. Насколько я далеко нахожусь. На этот случай у меня есть коптер. Работяга еще тот. Все, отлично. Сейчас попробуем полетать, посмотреть в округе, как далеко еще топать. Ну и покажу вам, если все получится, покажу вам. В тайге такие форс-мажорные обстоятельства, это всегда случается такое. Но сегодня еще потеплело. Сегодня у нас интернет показывает, что градусов 30. Так, камеру сейчас настроим. Все. Ну все. Как говорится, полетели. В общем, ребят, вот он я. Сейчас посмотрю, где я нахожусь. Ну, чувствую, ребят, мне топать и топать. Так. Ребята поломались. Поломались ребята где-то тут. Ой, куда-то камера убежала. Ребята где-то тут поломались. Вот он я. И получается идти туда. Ну, чувствую, вообще придется не близкий свет, короче, ребят. Смотрите, какая тайга красивая. Шикарная тайга. Шикарно тут. Ну, хорошо, что хоть буранка есть. Так, ребят, сейчас я баловаться особо не буду, так как мне дневной свет нужен. В общем, пока дойду, походу стемнеет. Если это еще камера пишет до сих пор, то я тут разболтался, а камера уже не пишет, прикинь.
все, пальцы замерзать начинают. Эй, я же этот... Нет. Пока закрывать не буду. Все замерзло тут. Все замерзло. Да. Не сердись. Так, телефон тоже надо спрятать. Тепло. Что-то я тут засиделся. О, батарейки все кончаются, конечно. Есть хорошо. Так, где камера? Ну, GoPro-шка, друг и товарищ, спасатель мой. Так, ну естественно, карту памяти не так поставил. Вот у Sony, особенно с экшн камерами, у них прям это... Слышно, как человек рубит, значит я близко. Дрова колотит. Как мне быть с тобой? И вот так же надо класть его. О, 49 минут записи. Я не могу посмотреть. Все, я подрубился GoPro-хи. Камера уже замерзла. Смотри. Он вообще ничего не писал. Как так-то? Он вообще ничего не писал, ребят. Я тут не на курсе полетал, и все на свете, а он ничего не писал. Ладно. Камера замерзла, ее спасать нужно скорее. Сейчас кольцо делаю. Кольцо стали. Счетные кольцы. Замерзли пальчики. Так, ничего не оставил. Камера пишет. Давайте так посмотрим. В общем так, задача такая. Может быть, камера-то основная не записала.
Я летал на коптере, проверял, насколько я далеко ушел. Можно сказать, вообще недалеко. Но я отчетливо слышу звук топора. Что-то там дерево. Сейчас поедем. Поедем. Пойдем посмотрим. Ну, ребят, смею предположить, все-таки на 20 литров надо было лить литр масла. Может быть, сейчас уже снимали бы в теплой избушке. Смотрите, как красиво. Красота. Красота, смотрите, какая ляпота. Это Сунтар, ребята, Сунтар. Сунтарский улус. Ну, в Сунтарском улусе проживает народ Саха. Есть, конечно, тут коренные тунгусы тоже есть. Раньше здесь большинство тунгусов было. Но история все поменяла, все расставила по местам. Сейчас народ Саха преобладает. Так что вот вы говорите там, почему ты на родном перенкийском языке не разговариваешь. Да, есть такое. Есть такое, ребята. У нас есть такая ошибка. Надо было передавать язык из уст в уста, как говорится. Но сейчас дело в том, что утрачивается все в связи с этим интернетом. Язык народа Саха тоже подвергается кое-каким изменениям. А наш язык так вообще на грани исчезновения. Есть единицы людей, их очень мало, они пытаются возродить язык. У нас, допустим, в Хатыстре этот язык преподается в школе, перенкийский язык. Я думаю, что это очень правильно. Пропустили этот язык. А упустили это наши родители, деды и бабушки. Но, как говорится, не мне их судить. История, культура, жизнь у нас такая. Все делается вовремя и по времени. Здравствуй, Самуил. Хай! Дрова заготавливаешь? Ты откуда пришел? Меня зовут Алик. К тебе пришел. Ко мне? Да. Пришел поснимать тебя, как ты живешь. Титус, наверное, тебя предупредил. Нет, он ничего не говорил. В прошлый раз другие ребята сказали. Короче, мы ехали вместе с Титусом. А где Титус? Буран по дороге сломался. А где сам он? Там вместе с Бураном остался. С Витьком остался. А кто такой Витек? Друг его. Молодой парень? Ну, снимай, как я дрова заготавливаю. Сухостой? Да, сухостой. Все руками заготавливаю. На санях возишь? У меня вот такая маленькая пила. Всю зиму с этой пилой. Мне так и рассказывали. А твоя избушка отсюда далеко? Нет, близко. Ну, пойдем.
А давай дрова тоже возьмем по пути. А, не, здесь работы много еще. Ну, давай посмотрим, как ты заготавливаешь. Ну ладно, давай. Да, я не хочу останавливать процесс заготовки. Вот так вот подготавливаю, и там уже пилой работаю. Иногда я буду говорить по-русски, так как много людей из России смотрят. Вот если вот только вот видите, странно. Ага, устал. Вот, видите, вот дрова вот приготовляются. Вот топором, а зимой почти дружба нету. Нет. Вот маленькая, это, как вы готовите, маленькая. Нож. Пилить. А, эрби, пила. Пила. Вот там, зимой постоянно. Каждой зимой. Мне дружбы нету. Вообще. Я не ожидал, но ты очень хорошо говоришь по-русски. Я только вот здесь, только это, постоянно вот так делаю. Зимой. И все вот мало. Это дров. Не хватает зимой. И все вот это, все сухостое я заберу. Отсюда тоже вот упало, вот видишь, ранца. Вот это тоже забираю. Это вот сырая дрова не трогает я. Просто это сухостой. Ну, ребят, смотрите, сухостой. И вот так вот топором каждый пенечек, пенечек, каждая дрова вот так вот урубит. Вот такую вот заготовку везешь, да? Сколько лет? Хасан Стаханыч? Алтон беган. Алтон беган. Ребят, 65 лет. Дедушки. Молодой еще. Если меня сегодня выжили, совсем это Алтон есть катакан. 65 на пенсии, да? Да, это Путин, как и сказал, это делали это, закон. Вот. Ага. Давай помогу. А? Эй. Дедушка говорит, сам обойдется. Я думал, кто там идет и разговаривает. Я думал, там 2 человека. Сам собой разговаривает. А? Ну, снимай и иди за мной. Ага. Ребята, вы спросите, почему не помогаешь? Ему привычно делать то. Он каждый день так делает. Каждый день. Я ему только мешаться буду. Ну, конечно, по возможности надо помогать. Теперь дом тут недалеко. Вот и дошли мы до самого видео. Дедушка говорит, кто там разговаривает все время? Сам с собой. Говорит, может там 2 человека идут. А нет, один. Сухостоев много здесь, если посмотреть. Он так, мне сказали, уже давно живет. Всю жизнь, короче, живет. Тишина, вообще тишина.
Я не представляю, как жить одному. На охоту еще знаю, там охота назад, туда-сюда. Но как образ жизни, но это своего рода тоже свобода. Но некоторым такая свобода не нужна. Сейчас вообще надо спросить, чем он мотивируется. Я думал, он по-русски вообще не разговаривает. Очень даже. Здесь в центральных вузах Якутии даже вот молодые ребята, некоторые вообще не знают русского языка, а некоторые стесняются говорить на русском языке. Преобладает при этом якутский. Как говорится, постоянно на свежем воздухе. Некоторым в городах не хватает свежего воздуха. А тут хоть это и жить. Помочь? А, нет. Предлагаю взять санки. Не хочет. Привык все в одиночку делать. Вот и пришли, ребят. Ну такое красивое место. Небольшой сосновый бор. Сосновый бор — это красиво. В некоторых центральных регионах Якутии, там, как в Чурапче, да, вот где я был, там преобладает лес, в основном листвяк и береза. А здесь есть и сосны, и ели. Ну, чуть уже богатая природа. Побогаче. Вот тут дедушка и живет. Чистенько, уютненько все. Эй, пилить будешь-то? Маленькая это. Постоянно вот так делаем. Каждый день, да? Каждый день. Сколько раз? Один раз. А, Вот он зимой это холодно будет 2 раза таскаю. когда холодно, да? Но 2 раза таскаю. А то пилу покажи, легендарную пилу. Давай, сейчас. Ага. Чё уж останавливать-то этот привычные движения. Сколько собак. Сколько собак? 4, да? 4 собаки, да? Ага. Вот. Здесь у меня капкан есть. Я вот не опускаю. Я-то думал, ты отшельник.
А вон сколько друзей у тебя. Друзей? У меня друзей есть. Ага. Только это не помогает. Дружбы вот такие. Постоянно Эй. зимой. А где зубы-то тут? А? Зубы все уже, да? Ну и все, если надо, из отсюда пилить надо. Сколько лет уже пилил? Вот это 2-3 года. 3 года пилишь. Ага. О, Постоянно пилить. не точится, да? Ну, Или точишь что? а точно, маленько вот это. Посуди я как себе. Вот здесь. Маленько. Потом это постоянно точить, то он маленький стал. Видишь? А, ну. Да. Вот. Только вот это. Вот, только маленько вот делаю это. Вот, видишь? Ага. А вот большие водятся, больше пилить не можем. Нет. А, Маленько. Вот это отсюда быстро пилить надо. Отсюда, вот. Да? Каждый зимой вот так. Вот. Видишь? что, хорошо пилишь, да? Ой, и все. Вот, видишь? Ага. Как делаю. Каждый день. Это же зарядка на. А, Постоянно. а так, Каллар, оставь. Сейчас это, Ну. а если это, Титус Николай приедет, у него это штиль есть. А, есть? Ага. А, вот. Бензопилой распилим тут. Ну. Если приедут. О, все, смотрите. Тоже вот где-то озеро есть, пустая. Озеро, да? А, потом покажем. Эй, пойдем озеро глянем, да? Эй, bu рюкзак алırım. İçerisine uğramak lazım. О, крырал тут выявишь. Крырал. А что, ашельникта olur bunun rahattı da. Ага. Минулого туман на барку 10 год. Вот уже живешь, да? 10 лет живешь. А, лет 10 лет. А до этого где жил? Вот раньше там дома есть, старый, отсюда. Тоже в лесу. Но И там сколько лет? там 8 лет. И как нравится? Да? Нравится, такая не болеет. И всё. Коронавирус не страшен, да? Я туда не воду. Маленько сразу вон туда и едем, веселок, да? Ага. И сразу продукты хочу возьму, откуда люди. А. Вот с лавра я принял, вот там. Ну, А, веники, да? веники продаю. Вот так. Эй. Люди. Он говорит, деньги я получаю. А, И мука, и сахар, и все, и масло, и возьму сразу назад. Я там не ночеваю. Буран не было. Вот это лестница, мы видели, да? Вот так, вот, поехали. Зимой. А раньше буран не было. Вот туда ходил. Ага. Вот каждый день вот отсюда я водил вот так. След в след, да? На след водил. Вот. Сейчас бранку уже попроще, да? Ну, сейчас буран ходил, ребята здесь был рано. Вот, видишь, вот буран. Ну, дрова посмотрим. Где дров. Дровой. А, Отсюда я озеро там лед поставил. что ты скажешь? Лед. А, лед. А то сегодня уже таскал, да? Надо было взять. Есть? А, есть, да? Ой, хорошо. А то манду? Зимой как тяжко. Как топить надо.
Ага. На корчагу, да? А летом Мордушка. Карась, да? О, рыбачишь, кушаешь, да? летом, А зимой? а зимой нет. А то не заготавливаешь? Не заготавливаешь рыбы? Ну как вот, ребята, без буранки, когда буранки не было, вот так вот ходил след в след по тропинке. 7, сколько там, 8 километров до деревни. Туда и обратно. Продукты взял и ушел. Большое озеро, да? Ну, круг вот такой. Ага. Вот здесь, отсюда все вот это. Эти есть, да, и ремень? Или есть, Сети. Сети есть. Ага. Летом это вот. А с чего скоро, блин. Лед пойдет, ну, тогда меня бросает, идет это, рыба. Ну, вот. А на уток? Уток летом есть, зимой тоже. Как же здесь тепло.